Наверняка у каждого дома имеется небольшой, а может даже очень большой шкаф, где лежат самые любимые книги. Это совсем не удивительно, ведь книга еще с самого детства формирует нас, читателей, как личность. Учит отличать добро от зла, видеть прекрасное, вкладывает к нам в голову простые истины. Многим родители, бабушки и дедушки с самых ранних лет читали сказки. Ведь сказки легче всего усваиваются юным слушателям. В школе же упор делался на притчи, ведь они, в отличие от сказок, всегда носят поучительный характер. «Золотой ларец» не просто сборник притч, а целая наука о жизни. Подробнее об этой книге расскажет Дарья Челпанова, сотрудник библиотеки имени Маршака. Здравствуйте, любители книжных новинок! Сегодня я хочу рассказать вам про удивительную книгу «Золотой ларец. Притчи и сказания о добре и зле». В ней собраны лучшие истории разных стран мира, а также авторские, которые объединены вокруг судьбы главного героя Ивана Петрова. Впервые мы знакомимся с Ваней Петровым еще в детстве. Родился он в маленьком городке посреди русской земли. Ничем особенным он не выделялся, разве что, как говорила его бабушка с дедушкой, был крайне любознательным. На протяжении всей книги главный герой проходит этап взросления. Через мудрость, приобретенную от родителей, друзей, знакомых и случайных путников, выбирает свой жизненный путь и следует ему. Жизнь Ивана Петрова учит нас добру, правильному выбору и любви к людям. В одной из историй Иван со своим младшим братом Сережей спрашивает у мамы, кого она любит больше. А мама ответила, что ее любовь как пламя свечи. Если она с ними поделится, ее огонь не станет меньше. Читать книгу очень удобно, так как она состоит из небольших притч и красочно проиллюстрирована. И как рекомендуют писатели и библиотекари, читать необходимо по одной притче в день для лучшего осмысления. Читайте с удовольствием. Читайте с Маршаковкой на Советской 20.